Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса педагогических работников системы среднего профобразования «Мастер года». В этом году конкурс прошел в 6-й раз и собрал 10 участников с города Якутска, Мегино-Кангаласского, Нерюнгринского, Намского и Чурапчинского улусов. Победитель конкурса сегодня гость нашей студии. Это Алексей Голиков, мастер производственного обучения Якутского автодорожного техникума. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. На отборочный этап поступила 31 заявка, и зайти в десятку финалистов – это очень серьезное достижение. С какими целями и ожиданиями вы подходили к региональному этапу? Главной целью для меня было не только представить себя, но и защитить честь своего родного техникума, Якутский автодорожный техникум. Этап был, конкурс у нас прошел очень на высоком уровне. Среди финалистов были очень сильные конкуренты. Учитывая силу соперников, мои ожидания были сдержанными. Тем не менее, войти в десятку лучших мастеров республики – это уже победа. Как шла у вас подготовка? Кто помогал, кто поддерживал? Подготовка была около месяца. Сначала я изучил свои уроки, потом выбрал тему для мастер-класса. Помощь мне оказывали весь методический отдел нашего техникума, весь педагогический состав, преподаватели специальных дисциплин. Они мне помогали, подсказывали во всех этапах этого конкурса. Особенно хочу выразить благодарность старшему методисту Марине Вячеславовне и моему наставнику Алексею Алексеевичу Жиркову. Сколько вообще этапов было в конкурсе? В этапе конкурса было 3 этапа. Это первая видеовизитка, вторая мастер-класс и 3-й этап «Влюбить профессию». Какой из этих этапов вам показался наиболее сложным? Для меня наиболее сложным был этап «Влюбить профессию». Там нужно было за 25 минут вовлечь аудиторию, вовлечь и жюри, научить аудиторию, то есть влюбить в свою профессию преподаваемую. И для меня за 25 минут было сложно попасть по регламенту. Каждая минута была ценной. Ну, наверное, самый сложный, он и есть самый интересный этап. Да, самый интересный этап. Одним из ключевых испытаний стал открытый урок мастер-класс. Какую тему вы выбрали? Что ребята усвоили? Моя тема была эксплуатация автокрана и эксплуатация грузов. Ребята за 45 минут научились устройству автокрана и научились делать строповку, отработали практические навыки с соблюдением всех техник безопасности. Методика моей учебных занятий была создание проблемного вопроса. Я задал проблемный вопрос студентам. Исходя из проблемного вопроса, студенты сами вышли к теме урока. Исходя из темы урока, уже студенты нашли цели и задачи непосредственно урока. Ну, за 45 минут, наверное, мало. Остается, возможно, чувство недосказанности. Да, за 45 минут я сократил, сжал весь урок, да, за 45 минут. Эти были студенты ЕИПК, не мои родные студенты, у них другая специальность, не автокрановщики. И трудно было именно научить по автокрановщикам, по специальности автокрановщиков. Ну вот лично вам, как педагогу, что дало участие в таком конкурсе? Лично для меня конкурс — это возможность проявить себя, во-первых, возможность посмотреть себя с другой стороны, получить отзыв от жюри и от своих коллег, проверить себя в конкурсах профмастерства.
Вы учились на сотрудника автоинспекции в автодорожном факультете СВФУ. Такая информация у нас есть. Сейчас же вы работаете мастером производственного обучения. Что произошло, что вы вот перешли в педагогическую деятельность? Да, я окончил автодорожный факультет Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Во время прохождения педагогических практик в техникумах и колледжах нашего региона, нашего города, мне понравилось проводить классные часы, занятия и давать свой накопленный опыт, уже, да, давать знания ребятам и направлять их по учебе. И я начал вести обучение и предложили ставку мастера производственного обучения в Якутском автодорожном техникуме. Так я стал мастером производственного обучения. Давайте тогда о Якутском автодорожном техникуме. Это единственное, по-моему, у нас в республике учебное заведение, где готовят крановщиков. Насколько сегодня востребованы такие специалисты? Да, очень востребованы автокрановщики у нас на промышленности, на строительстве, ЖХХ, на транспортной логистике. Везде нужны крановщики, особенно которые умеют работать на современной технике, умеют работать в условиях Крайнего Севера нашей родной республики. И у нас есть специальные оборудования для этого, новейшие автотренажеры для имитации работы, эксплуатации автокрана в условиях зимы, то есть в помещении мы в учебном заведении работаем. Сейчас уже потеплело, сейчас уже автокран начал работу, и ребята, студенты, уже начали заниматься непосредственно на автокране, готовясь к демонстрационному экзамену. Они будут сдавать демонстрационный экзамен, то есть выпускная квалификационная работа, у них демэкзамен, непосредственно работа на самом автокране. Ну, запрос на такую профессию есть чем ответить, готовим специалистов. А что насчет материально-технической базы? Да, вот как я сказал, есть новейшие тренажеры, есть макеты электрооборудования, гидравлики, есть даже реальный автокран. То есть автокран уже начал работу, у нас потеплело. Ребята уже занимаются непосредственно на автокране, готовясь к демонстрационному экзамену. Насколько быстро вообще происходит переход от тренажера к реальному автокрану? Этот момент мы сглаживаем. То есть переход с тренажера на реальный автокран — это совсем другое. То есть ребята, благодаря таким тренажерам, ребята постепенно переходят к реальным рабочим ситуациям, рабочим задачам. То есть у них идет постепенное вовлечение на работу, да? Ну, здесь же, наверное, еще идет и обучение вождению автотранспортом. Да, наши студенты получают категорию С, то есть грузовой автомобиль. Они бесплатно получают его, категорию С, права, удостоверения. Сейчас в данное время у них идет уже сдача теории в ГАИ и сдача вождения в ГАИ. Некоторые мои выпускники нынешние уже являются водителями грузовиков категории С. Это как обязательная дисциплина? Да, это идет как обязательная дисциплина, то есть за эту дисциплину они получают оценку. Называется теоретическое обучение водителей категории С. Идет как предмет и входит оценка в диплом. Ну, понятно, что курс обучения довольно короток. Сколько учат на крановщика? 2-3 года сейчас? На базе 9 класса у нас идет 1 год 10 месяцев, на базе 11 класса 10 месяцев. Так быстро, еще Да. времени меньше получается. Да. Но они могут освоить, например, скажем, какие-то еще водительские категории Б? У нас в основном по ФГОСу идет категория С бесплатно, но в нашем технике можно получить и другие категории. Студентам у нас есть специальные скидки нашим студентам. Предлагаю вернуться к конкурсу. В конце сентября вам предстоит еще один не менее ответственный этап. Это поехать на всероссийский финал. Там соберутся педагоги из вообще всех регионов нашей страны. Какие задачи вы перед собой ставите? Моя главная цель — это достойно представить наш регион, нашу республику
и свой родной техникум. И дать, получить опыт непосредственно от других коллег с других регионов и показать себя в первую очередь и достойно выступить. И если даже после моего выступления хоть один педагог или даже студент скажет, что хочу попробовать также участвовать в всероссийском конкурсе или в конкурсе «Мастер года» регионального уровня, то моя цель, главная цель достигнута. Как интересно. А знаете уже, куда поедете? Поеду в Новый Уренгой, город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий округ, по-моему. Мгм. Хорошо. Ну, остается только пожелать вам удачи и прилежных студентов. Алексей Александрович, большое спасибо, что пришли к нам сегодня. Спасибо большое. Мы вас ждем тогда уже, наверное, осенью по итогам всероссийского финала. Будем рады вас видеть еще в нашей студии. Спасибо большое. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.